Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я его ведущая Нала Кове. Сегодня в программе. Юбилей со дня образования отмечает пограничное управление ФСБ России в Абхазии. Черноморэнерго стала отключать свет жителям республики за неуплату. Должниками считаются абоненты, не платившие 2 месяца и более за электроэнергию. Стоимость проезда в электрическом транспорте Сухума составит 10 рублей. Такое решение приняли депутаты городского собрания. «15 лет на страже приграничного порядка». Юбилей со дня образования отметило пограничное управление ФСБ России в Абхазии. По случаю празднования знаменательной даты в Государственной филармонии состоялось торжественное собрание с участием президента республики Аслана Бжаня, членов правительства, депутатов парламента, руководителей силовых ведомств. Подробности в репортаже Асиды Малия. Результат вооруженной агрессии со стороны Грузии в 2008 году на территории Южной Осетии в наибольшей степени предопределил будущий внешнеполитический курс Республики Абхазия. Отношения с главным стратегическим партнером и союзником наметились в ключе обеспечения безопасности. Потому в 2009 году, 30 апреля, президенты России и Абхазии Сергей Багапши и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия. В тот же день на территорию Абхазии под командованием первого начальника погрануправления ФСБ России генерал-майора Юрия Зверыка вооруженные силы прибыли в республику. На протяжении 15 лет они несут службу совместно с абхазскими пограничниками. Начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрей Кудимов, выступая на праздничном собрании по случаю юбилея, отметил то, какими непростыми были первые годы службы. Наряду с накаленной обстановкой на границе и работой по обеспечению безопасности возникали другие задачи. Было важно обеспечить комфортное пребывание личного состава, что стало возможным, в частности, благодаря усилиям абхазских властей. Сотрудники решают сложные и многоплановые задачи, направленные на защиту национальных интересов, особенно в регионах со сложной оперативной обстановкой. Убежден, что сотрудники управления, действуя ответственно и профессионально, с честью выполнят возложенные на них задачи по охране государственной границы. В этот день мне хотелось бы поблагодарить ветеранов, всех сотрудников за проявленное мужество и самоотверженность. Высокие слова благодарности руководству Республики Абхазия, органам государственной власти и местного самоуправления, правоохранительным органам республики за поддержку и формирование условий для надежной охраны границы, нормальной жизнедеятельности сотрудников и подразделений. Президент Абхазии Аслан Бжаня, обращаясь к руководству, офицерам и личному составу погрануправления Федеральной службы, отметил ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране. Уважаемый Андрей Юрьевич, сегодня под вашим командованием российские пограничные войска играют ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране, являясь надежным барьером перед попытками нарушения мира со стороны Грузии и ее сторонников. Народ Абхазии глубоко признателен доблестным российским пограничникам, которые, рискуя жизнью, обороняют наши рубежи. Сегодня мы отдаем дань светлой памяти и благодарности подполковнику Василию Квиткову, прапорщику Андрею Удальцову, погибшим, выполняя свой долг, охраняя покой жителей Абхазии, покой наших матерей, детей, родных и близких. Дорогие друзья, эта юбилейная дата является еще одним подтверждением стратегического союза и дружбы наших государств. Позвольте мне искренне поздравить вас с этим знаменательным юбилеем и пожелать мира, успехов в вашем благородном служении интересам Республики Абхазия и Российской Федерации. С поздравительной речью также выступили временно поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и советник посольства, официальный представитель ФСБ России в Абхазии полковник Александр Соболь. Россия взяла на себя функции гаранта неприкосновенности границ республики. Без преувеличения можно сказать, что таким образом был заложен один из краеугольных камней в фундамент безопасности Абхазии. Практическое выполнение этой важнейшей задачи было поручено пограничному управлению ФСБ России в Абхазии, день рождения которого мы празднуем сегодня.
15 лет российские пограничники верой и правдой охраняют рубежи республики. Двое из них отдали жизни, выполняя свой долг. Подразделения пограничного управления расположены в самых разных уголках Абхазии, от Псову до Верхнего Кодора и Устья-Ингура. Но где бы ни находились наши ребята в зеленых фуражках, они везде пользуются заслуженным уважением у местных жителей. Это связано не только с их профессионализмом, но и готовностью всегда прийти на помощь в трудную минуту. Для истории это немного, однако за данный срок главное, вам удалось стать надежным щитом от проникновения сопредельной страны террористов, даже ценой жизни боевых товарищей. Обострение противостояния с коллективным Западом обязывает не снижать, а повышать бдительность и уровень служебной подготовки. Уверен, что сотрудники пограничного управления справятся со всеми вызовами, будут и далее стоять на страже мирной и благополучной жизни абхазского народа. Председатель службы госбезопасности Абхазии Тимур Ахибов в своем поздравительном выступлении отметил, что военнослужащие пограничного управления с честью и достоинством несут службу на рубежах республики. Он подчеркнул, что СГБ тесно взаимодействует с погрануправлением, решая поставленные задачи по охране границы. Ваша деятельность на территории Республики Абхазия является основным фактором сохранения мира и стабильности. Тем самым созданы условия для мирного развития абхазского государства. Служба государственной безопасности Республики Абхазия тесно взаимодействует с пограничным управлением, решая поставленные задачи по охране государственной границы. Высокий профессионализм, отвага и готовность с риском для жизни выполнять поставленные задачи всегда отличали сотрудников пограничного управления. Доказательством тому являются результаты, достигнутые в ходе проведения различных задач в зоне ответственности пограничных войск. Лучшие сотрудники погрануправления за достигнутые конкретные результаты в служебной деятельности были награждены ведомственными наградами. Концерт по случаю празднования юбилея со дня образования пограничного управления ФСБ России в Абхазии был организован Министерством культуры. Выступили звезды абхазской эстрады. Дуэт «Анатрио», певицы Нана Черкезия и Рамина Заде. Этнографический хор «Нарта» порадовали зрителей своим мастерством и вызвали бурные аплодисменты. Гости рукоплескали стоя. Асида Малия, Константин Парулу, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Ангваб поздравил военнослужащих погрануправления ФСБ России в Абхазии с юбилеем. Ваша служба чрезвычайно важна, основываясь на фундаментальном договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Она обеспечивает стабильность и безопасность абхазского государства, его поступательное развитие и укрепление союзнических отношений с Россией, говорится в поздравительном адресе. Александр Ангваб подчеркнул, что правительство Абхазии и впредь будет оказывать пограничному управлению ФСБ России необходимое содействие. Военнослужащих погрануправления ФСБ России в Абхазии с юбилеем поздравил спикер парламента Лаша Ашуба. Он выразил благодарность личному составу за добросовестную службу и большой вклад в укрепление абхазо-российского сотрудничества. Лаша Ашуба пожелал начальнику погрануправления ФСБ России в Абхазии генерал-майору Андрею Кудимову, всем военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. Жителям Сухума стали отключать свет за долги. Черноморэнерго вынуждена была пойти на такую меру. Должниками считаются абоненты, не платившие за электроэнергию 2 месяца и более. Тему продолжит Алика Трапш. Всего в Абхазии установлено более 25 тысяч электронных приборов учета электроэнергии, что позволяет отключать свет злостным неплательщикам дистанционно. Должниками считаются абоненты, не платившие за электроэнергию 2 месяца и более. Но прежде чем обесточить должников, Черноморэнерго заранее уведомляет их и дает 5-дневный срок на погашение долгов. В домах, где установлены счетчики, свет отключают автоматически, а там, где их нет, приходится вручную. Там, где нет прибора учета, механизм обесточения более сложный.
связан с физическим выездом, физическим отсоединением от сети, что очень сложно физически охватить объем всех абонентов, неплательщиков. В связи с этим в рамках месяца провести полную процедуру обесточения, повторного включения всех абонентов невозможно. Мы это делаем поэтапно. Начинаем там, где есть абоненты, которые не платили там десятками лет. В этом месяце около 100, наверное, абонентов мы уведомили о том, что будут обесточены. То есть и были те, которые физически были отсоединены от питания. Всего в Абхазии более 80 тысяч абонентов Черноморэнерго. Как показывает практика, там, где установлены приборы учета, существенное снижение потребления электроэнергии, и собираемость увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом. До конца текущего года Черноморэнерго планирует установить еще 20 тысяч приборов учета. Там, где приборы учета установлены давно, уже год-два, где люди уже привыкли к тому, что в случае неуплаты будет обесточение, и там практически сложностей нет, не доводят до этого момента и ведут оплату. Но там, где мы только установили приборы учета, люди пока не свыклись с этим процессом, доводят до отключения. Если мы раздадим, скажем, там 500 уведомлений, около 200 человек практически без отключения заплатят. Самый большой эффект, который мы добиваемся от этих приборов учета, это, конечно же, экономия электроэнергии, что спасает нас по аварийности. То есть мы выходим из режима перегруза, из режима аварийности, то есть нормальный режим потребления, и что дает в совокупности экономию электроэнергии, которая нам очень затратно выходит по концу года. Безусловно, процедура отключения света у должников вызывает недовольство, но это вынужденная мера. После погашения задолженности Черноморэнерго сразу подает электричество абонентам. Энергетики вновь призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации и своевременно оплачивать счета за электроэнергию. Мы всегда подходим с пониманием, там, где мы обестачиваем, мы взимаем плату 50%, даже есть места, где мы не взимаем полную оплату, 50%, да, и если индивидуально, если есть сложности, мы там даже еще меньше, практически из реальных социальных положений, да, семьи мы делаем какие-то уступки и помогаем, вопреки на то, что мы нарушаем практически, мы должны взимать полную оплату, но мы это все понимаем реально. Ну и наряду с этим я очень сильно надеюсь, что народ нас понимает, что эта деятельность единственное спасение, экономическое развитие. Если мы ее развалим, то у нас никакой перспективы нет. Мы должны с этим свыкнуться. Нет бесплатной электроэнергии нигде, ее быть не может. Ни для кого не секрет, что энергосистема Абхазии в тяжелом состоянии. Специалисты Черноморэнерго ежедневно во всех районах республики ведут работы, чтобы обеспечить потребителей электроэнергии. А от потребителей требуется лишь своевременная оплата за свет. Алика Трапшла, Уракап, Шараму Камки, Абхазское телевидение. Учет потребления электроэнергии, борьба с незаконными подключениями к электросетям, ситуация на топливном рынке и строительство Сухумского аэропорта. На площадке Абхазского телевидения прошла пресс-конференция министра энергетики и транспорта Джансу Хананба. Первый вице-премьер ответил на актуальные вопросы журналистов. Репортаж Гугуцы Вардания. Первоочередные задачи созданного в конце декабря 2023 года Министерства энергетики и транспорта Республики Абхазия – определение и изучение положения дел в сфере электроснабжения страны и разных видов путей сообщения, подчеркнул в начале пресс-конференции первый вице-премьер Джансу Хананба. На протяжении долгих лет энергетическая инфраструктура находится в критическом состоянии. На ее ремонт и развитие требуются большие денежные средства, в то время как, согласно статистике, за свет в государстве платят только 14% населения. Неужели это, на ваш взгляд, соответствует действительности, что всего 14% наших с вами граждан имеют сегодня возможность платить за электроэнергию? Мне кажется, что здесь есть другие проблемы.
Мне кажется, что первое – это отношение к потреблению электроэнергии, это проблемы с учетом, да, и с механизмами оплаты, информирования и так далее. И здесь у нас нет другого выхода, как встать вместе, я имею в виду потребителей и людей, которые занимаются, да, этой проблемой, и четко и прозрачно вести эту отрасль к развитию. По результатам прошлого года объем потребления электроэнергии удалось сократить на 300 миллионов киловатт-часов. Это благодаря установке приборов учета и впоследствии более бережному отношению к электричеству. Сегодня по республике установлено 27 тысяч счетчиков. Всего в Абхазии 90 тысяч абонентов. Абсолютно понятно уже, что мы должны продолжать эту работу. Установка приборов является самым эффективным инструментом наведения порядка, так скажем, с учетом, повышения финансовой дисциплины по уплате за электроэнергию. Ну и то, о чем мы говорили, да, это качественно скажется на более эффективном потреблении электроэнергии. В марте в селе Бедиет Кварчалского района сгорел двухэтажный дом. Причиной стало обвисание линии электропередачи в результате перегруза ВЛ Ачгуара. Пострадавшей семье по поручению президента был куплен дом в Сухуми. До этого на ВЛ Ачгуара проводились ремонтные работы. Однако, по словам министра энергетики и транспорта, у линии есть свои особенности. Беда в том, что чаще всего это бывает у нас в зимний период, да, когда нагрузка увеличивается, и, значит, мы превышаем те нормативные показатели, которые может пропустить линия, да, в силу своих физических характеристик, у нас возникают вот такие проблемы. Поэтому здесь глобально, если говорить, мы подошли к ситуации, когда необходимо уже думать о строительстве параллельной линии. Нам недостаточно тех линий, которые у нас существуют. Коснулись журналисты и темы борьбы с незаконной добычей криптовалют. Сегодня, согласно данным Министерства энергетики и транспорта, объем потребляемой электроэнергии деятельности криптоферм составляет 40 мегаватт. Мы четко понимаем, что объем, который потребляют майнинги, он сократился по сравнению с предыдущими годами, да, с 2020, с 2021. С тем же 22-м, но даже этот объем является для нас недопустимым. Мы всячески должны бороться с этим явлением. Уже в декабре этого года планируется запуск Сухумского аэропорта. Первый тестовый полет запланирован на июнь. В аэропорту будут работать около 500 человек. Набор и обучение уже начались. На текущий момент порядка 15 человек были направлены на обучение в Россию, но также хочется отметить, что работа продолжается. Мы получаем квоты правительства Российской Федерации на обучение, но прием заявок скудный. Люди слабо обращаются. В общем, мы проводили работу по информированию населения, но на текущий момент ситуация оставляет желать лучшего. В последнее время в междугородних маршрутных такси повышены тарифы за проезд. По словам министра энергетики и транспорта, никакого официального решения по этому вопросу нет. Вот такие факты самовольного повышения тарифов констатируются. Но хочу и граждан проинформировать, да, официально никакого повышения у нас вот в этот период не происходило. Есть четко установленные тарифы, которым должны соответствовать все участники, так скажем, отрасли пассажироперевозок. Коснулись и роста цен на топливо в преддверии курортного сезона. С 1 мая цена на бензин марки АИ-92 составит 62 рубля за литр. Все это связано с тем, что цена, да, экспортная цена в России растет. И здесь, к сожалению, мы никак с этим бороться не можем. Но есть прогнозы, что пиковые, так скажем, пиковые потребности в ближайшем будущем пройдут, и цена в какой-то степени будет снижаться. В ходе пресс-конференции обсудили ряд вопросов, касающихся Абхазской железной дороги, дополнительных парковочных мест, увеличения количества часов работы транспорта и другие актуальные темы. Гугут Савардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.
Стоимость проезда в электрическом транспорте Сухума составит 10 рублей. Такое решение приняли депутаты городского собрания. В последний раз стоимость проезда менялась в 2013 году. Тогда ее увеличили с 3 до 5 рублей. При этом депутаты приняли решение сделать проезд в троллейбусах для всех школьников бесплатным. Какие еще вопросы рассматривались на заседании, расскажет Рада Чачава. Тариф на проезд электрическим транспортом в столице республики последний раз менялся более 10 лет назад, в 2013 году. Изначально, как следует из письма главы администрации Сухума, тариф являлся социально ориентированным и не был экономически обоснованным. Сейчас произошло значительное увеличение стоимости запчастей, материалов и комплектующих, а также тарифов на электроэнергию. Кроме того, все тяговые подстанции требуют капитального ремонта. В связи с вышеперечисленным администрация города просит поднять тариф на проезд до 10 рублей. При этом депутаты Сухумского городского собрания предложили ввести проездные, благодаря которым школьники смогут пользоваться транспортом бесплатно. Депутаты приняли предлагаемые изменения. Хотелось бы вначале отметить, что вопрос поднятия тарифов, он всегда достаточно сложный, потому такое количество времени потребовалось депутатам для рассмотрения данного вопроса. Были рассмотрены все возможные варианты. И сегодня, к сожалению, троллейбусный парк находится на грани выживания. И если, наверное, мы не примем правильное решение, может стать вопрос о полном закрытии троллейбусного парка. Без дотации и частой помощи со стороны администрации парк бы не смог функционировать. На сегодняшний день, как вы знаете, выросли цены на электроэнергию, на запчасти, которых нет в наличии. Автошины подорожали. Поэтому руководство троллейбусного управления предлагает поднять тариф на проезд с 5 рублей до 10. Эта маленькая разница скажется в какой-то степени приобретения запчастей и нужд самого парка. У нас такое предложение, чтобы внести такую ремарку. 1 класс по 11 класс детям, которые учатся в школе, сделать проездные, чтобы это было в обязательном порядке, чтобы дети имели возможность на общественном транспорте ездить, а все остальное это, соответственно, все остальные пенсионеры и милиционеры, и депутаты, и все остальные, кто по законодательству имеют льготы, мы эти льготы их не отнимаем и не имеем права отнять, это на уровне государства принято решение. Также глава администрации Беслан Эшба предложил депутатам рассмотреть увеличение тарифов на техническое обслуживание и содержание лифтового хозяйства многоквартирных домов, которые не менялись с 2012 года. Как сказано в письме, действующие тарифы не обеспечивают рентабельность оказания услуг по обслуживанию и техническому ремонту лифтов. До 50 квадратов 2 рубля, с 50 до 65 квадратов 2,50 и 65 до 80 будет 3 рубля. И свыше 80 квадратов, которые квартиры есть трехкомнатные, четырехкомнатные, как был вопрос до этого, я зачитывал, их приравнять к максимальной 80 квадратам, но 3,50 сделать за квадратный метр. Будет такие суммы по подсчету. Однокомнатные квартиры до 50 квадратов 100 рублей в месяц, двухкомнатные квартиры в месяц 162,50. Это плавающая цена, я считал, от максимальной квадратуры 50, 65, 80. И трехкомнатные квартиры 240 рублей. Человека вообще? Нет, не человека. Этот момент мы тоже вносим, чтобы было от площади. Поэтому мы такую градацию внесли. Я бы хотел сказать, что увеличение тарифов – это, наверное, на сегодняшний день вынужденная мера, потому что мы сегодня занимаемся обслуживанием лифтового хозяйства, но помимо обслуживания нам приходится заниматься огромным количеством поступивших заявок из-за того, что много лифтов старого образца, хотим мы того или не хотим, в силу каких-то уже обстоятельств, портятся, останавливаются, и нам приходится их вводить заново в эксплуатацию, стараться. Есть большая, огромная проблема также с запчастями
данных лифтов. Если вы посчитаете рубль 17, там 20-30 рублей за обслуживание одного лифта, 20 тысяч рублей в месяц мы физически просто не можем справиться в силу подорожания запчастей, в силу подорожания нужно людям зарплату какую-то платить, потому что в этом хозяйстве должны работать только квалифицированные специалисты. Третий вопрос повестки – заслушивание отчета о проделанной работе за 2023 год директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Юрия Дбар по техническим причинам было решено отложить на следующее заседание. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Задержаны 3 граждан Таджикистана, у которых изъято наркотическое средство в особо крупном размере. А в отношении жителя Ткварчалского района возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подробности в оперативной съемке МВД. Граждане Республики Таджикистан Муминджонов Исламчон Амаджонович 2003 года рождения, Насиров Давуд Амунулоевич 2003 года рождения и Насиров Алиджон Амунулоевич 2004 года рождения задержаны в селе Куланур Хагудаутского района в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбытии наркотических средств в особо крупном размере путем так называемых тайных закладок на территории Республики Абхазия. В результате личного досмотра Муминджонова и Исламчона сотрудниками милиции обнаружено изъято 9 заизолированных свертков с белым порошкообразным веществом внутри, а также паспорт, водительское удостоверение на его имя, банковская карта, сотовый телефон и денежные средства в размере 410 рублей. Гражданин Муминджонов пояснил, что действуя по предварительному сговору с вышеназванными гражданами и лицом под псевдонимом Таджик, от которого получили координаторы через мобильное приложение Telegram, у памятника Махаджиров в городе Гудаут они незаконно приобрели путем поднятия тайной закладки наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта. При личном досмотре второго задержанного Насирова Давуда в кармане носимой им безрукавки обнаружены изъяты 9 аналогично заизолированных свертков с наркотическим средством, также документы, банковские карты и 2 сотовых телефона. Алиджон Насиров хранил при себе 4 подготовленных к реализации свертка с наркотическим средством, которое также было изъято при личном досмотре последнего. Задержанный пояснил, что братья прибыли в Абхазию с целью осуществления тайных закладок, а в его обязанности входило фотографировать места закладок и отправлять в мобильное приложение Telegram их куратору под ником Таджик, за что они должны были получить денежное вознаграждение по 20 тысяч рублей. С участием самих задержанных и граждан, приглашенных в качестве понятых, было произведено обследование участков местности, на которые указали злоумышленники. В селе Куланур Хагудаутского района в общей сложности обнаружено изъято 6 тайных закладок с сильнодействующим наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата. Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД, масса изъятого в ходе личного досмотра задержанных из мест тайных закладок наркотического средства метадон составила 25,268 тысячных граммов. В отношении Муминджонов Исламчон Амаджоновича, Насирова Давуда Амунулоевича и Насирова Алиджона Амунулоевича по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, следственной группой Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района вышеназванные граждане заключены под стражу. Сотрудники Галского РОВД оперативно отреагировали на выявленную в ходе мониторинга социальных сетей информацию об имевшем место преступлении, заявление по которому ранее в правоохранительные органы не поступало. В результате чего 25 апреля установили подозреваемого в совершении хищения чужого имущества из магазина хозтоваров в городе Гал. В тот же день злоумышленник был задержан. Пачуля Рубен Гурамович, 1964 года рождения, житель Ткварчалского района, оказывал физическое сопротивление, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного лица при осмотре домовладения по месту проживания последнего в селе Патраходца был обнаружен автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм со снаряженным магазином. Сотрудники уголовного розыска Галского и Ткварчалского отделов внутренних дел, работая совместно, изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также при осмотре прилегающей территории домовладения гражданина Пачуля в деревянной пристройке сотрудники милиции обнаружили ранее похищенный из магазина в городе Гал строительный инструмент.
По факту кражи в отношении Рубена Пачули в соответствии с частью 2 статьей 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия следственным подразделением Галского РУВД возбуждено уголовное дело. Материал по факту изъятия огнестрельного оружия направлен в орган дознания Ткорчалского РУВД. На время предварительного расследования гражданин Пачули отпущен под подписку о невыезде. Тенденции современной науки и образования, достижения, перспективы. Под таким названием в Сухуми открылась международная научно-практическая конференция, посвященная памяти первого проректора по учебной работе Абхазского государственного университета Виктора Маланзе. Организатор мероприятия АГУ, Управление образования администрации города Сухуми, Уральский государственный педагогический университет. Совместные научные мероприятия стали доброй традицией взаимодействия АГУ и Уральского педагогического университета. У сотрудничества в этом году юбилей – 10 лет. Рассматриваются самые актуальные тенденции в развитии современного естественно-научного, дефектологического, педагогического образования, междисциплинарные аспекты сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также перспективные направления развития образовательного пространства в условиях цифровизации. Хочу в первую очередь поблагодарить участников Уральского педагогического университета, потому что большей части вашими усилиями, вашей энергией наполняется наше сотрудничество. Нашему сотрудничеству уже 10 лет. И у нас десятки договоров о сотрудничестве, которое Абхазский государственный университет заключает с вузами Российской Федерации. Но не каждый из этих соглашений может похвастаться таким объемом наполнения, каким наполнено наше с вами сотрудничество. Обычно конференции всегда проходили в стенах АГУ. Однако в этот раз мероприятие проходит на городской площадке в Доме учителя. Работники сферы образования города Сухум, в основном выпускники Абхазского госуниверситета. С Уральским педагогическим университетом столичное управление образования связывает плодотворное сотрудничество в области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Хочу действительно поблагодарить нашу школу. Это единственная школа в стране, в государстве. Коррекционная школа, это вспомогательная школа во главе с руководителем Викторией Валерьевной Таркил. И весь коллектив, у них большая преемственность. Молодое поколение, которое приходит работать в эту школу, сталкиваются со многими проблемами. Нас радует, что наша молодежь, которая работает, коллектив, все время усовершенствует себя совместно с Уральским государственным университетом дистанционно. В течение года столько работ мы видим, это повышение квалификации. Международная научно-практическая конференция «Тенденции современных науки и образования, достижения и перспективы» посвящена памяти первого проректора АГУ Виктора Маланзе. С такой инициативой выступил Уральский государственный педагогический университет. Виктор Ильич был человеком, который ревностно относился к этому сотрудничеству. Начинал, вы многие прекрасно помните, сколько сил и энергии было вложено в то, чтобы это сотрудничество развивалось. И поэтому это очень трогательно для нас, что именно вы в первую очередь выступили инициаторами посвятить эту конференцию памяти Виктора Ильича. Был показан видеоролик о Викторе Маланзе. На открытии конференции присутствовала его вдова Аида Гицба. И от наших уральских коллег небольшой презент. Хочу выразить благодарность за память. Ведь развитие науки, образования было делом всей его жизни, как вы знаете. И хочу пожелать успехов творческих, плодотворных работы вашей конференции. И успехов во всех ваших начинаниях, всех, кто причастны к этому событию, к этим делам. Удачи вам во всем. В
В своей приветственной речи ректор Уральского педагогического университета Светлана Минюрова отметила, что образовательные экосистемы обоих стран имеют свои особенности, но при этом есть и много общего, что дает возможность наметить совместные исследования и развивать научные направления. Желаю вам плодотворной работы и реализации всех замыслов. Выражаю надежду на то, что обсуждение достижений и перспектив исследований, обмен опытом придадут качественно новый импульс развитию наших совместных дел, международных проектов. На конференции было отмечено, что тенденции современной науки и образования играют ключевую роль в формировании общества. Стремительное развитие технологий изменяют не только способы взаимодействия с миром, но и открывают новые горизонты для научных исследований. Более того, современное образование переживает революцию, направленную на подготовку студентов к вызовам будущего. Гибкие методы обучения, акцент на развитии критического мышления и творческих способностей создают новые стандарты в образовании и науке. Однако вместе с этими положительными изменениями мы также сталкиваемся с вызовами, такими как этические дилеммы, связанные с использованием новых технологий. В заключение хочу подчеркнуть, что наша задача не только изучить текущие тенденции, но и активно участвовать в формировании будущего. Наша способность адаптироваться, инновировать и сотрудничать будет определять нашу способность преодолевать вызовы и достигать новых высот науки и образования. В честь десятилетнего сотрудничества и за вклад во взаимодействие ряд представителей АГУ и Уральского государственного педагогического университета были награждены памятными подарками и грамотами. Международная научно-практическая конференция будет проходить до 3 мая. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В этом году Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс запустил несколько новых проектов. Они связаны с патриотическим воспитанием молодежи, охраной окружающей среды, а также обучением старшеклассников основам социального проектирования. Наряду с новыми проектами реализовываются и прошлогодний. Один из самых важных – диспансеризация учеников сельских школ. За эти 3 месяца уже осмотрено около 800 детишек. В соответствии с утвержденным планом Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса на 2024 год идет активная работа в направлении образования, здравоохранения, спорта, молодежи, сохранения и развития родного языка, апсуара, материального и нематериального культурного наследия нашего народа. Проекты, которые хорошо себя зарекомендовали в прошлом году, они были внесены и в план работы на этот год. Такие проекты, как диспансеризация, Аймадара, Абхазские национальные игры, Амазара. Кстати, по проекту Амазара уже ведется работа, и в этом году мы планируем выпустить фильм, посвященный абхазским национальным музыкальным инструментам. В этом году ВАК совместно с Минздравом приступил к очередному этапу диспансеризации в сельских школах республики. За 3 месяца команда конгресса с врачами уже побывала в Атхарской, Хуапской школах, а также в Ачимчирском лицее-интернате. Осмотр прошли более 800 учеников и учителей. Экологические проблемы городской и сельской среды. Как мы сможем решить? Отдел конгресса по образованию, социальной активности и здравоохранению совместно с преподавателем АГУ Майей Цибулевской запустил новый проект по экологическим тренингам. В разных школах Абхазии с учениками обсудили такие экологические проблемы в стране, как загрязнение воздуха, недостаточная очистка сточных вод и утилизация отходов, уничтожение зеленых зон и нарушение экосистемы. Школьники приняли активное участие в тренинге. Они делились мнением на тему актуальных экологических проблем и предлагали возможные пути их решения. Мы видим, что детям эта тема интересна, что дети какие-то вещи замечают, какие-то глобальные проблемы с мусором, они знают о загрязнении воды, но они не понимают, насколько они сами загрязняют, насколько мы своими ежедневными привычками, как нам кажется, что мы ничего особенного не делаем, но когда мы сжигаем мусор, когда мы сжигаем пластик, целлофановые пакеты используем и так далее, как это отражается на земле. Мне кажется, очень важно вкладывать в подрастающее поколение, чтобы они больше на это обращали внимание, и, может быть, в отдельно взятом регионе мы сможем избежать некоторых проблем, которые есть сегодня уже во всем мире.
Как известно, национальные игры – неотъемлемая часть культуры народа. В этом году ВАК возобновил полюбившийся молодежи проект по абхазским национальным играм. Первый мастер-класс провели в Пакуашской средней школе. В общей сложности уже в 6 школах ознакомили учеников с правилами Айнцакячера. В планах организаторов учредить Федерацию национальных видов спорта. Конгресс совместно с преподавателем Инной Джугеля продолжает образовательные лекции в рамках проекта «Ирдстем». Первая в этом году встреча прошла в Сухумском художественном училище. Отдел по работе с местными отделениями запустил новый проект по начальной военной подготовке. Ученики старших классов Пакуашской, Тарской и Цандрыпской школ посетили Абхазский стрелковый клуб, где прошли теоретический инструктаж по обращению с оружием. Затем старшеклассники учились правильно прицеливаться и стрелять точно в цель. И в завершении ребятам провели экскурсию, которая завершилась поездкой на настоящем боевом танке. Сам проект, он, конечно же, направлен на военно-патриотическое образование. При этом детям, кому интересно вообще посвятить себя военной профессии, чтобы они это прощупали, поняли, что это из себя представляет. То есть это не просто пойти и одеть форму, что это большая ответственность, что это нужно быть профессионалом в этом деле. Поэтому такой показательный момент для детей, если они собираются выбирать такую профессию, как военные. Обучение основам социального проектирования. Еще один новый проект Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Проект – пример успешного сотрудничества ВАК и Госкомитета по делам молодежи и спорту. Двухдневные тренинги по социальному проектированию для учеников прошли в нескольких школах. Выявление актуальных проблем, постановка целей и задач, заполнение форм социального проекта и правильное составление бюджета. Вот чему обучаются участники на протяжении 2 дней. Специальная комиссия выбирает лучший проект, реализация которого финансируется за счет Государственного комитета по делам молодежи и спорту. Главная цель таких мероприятий – это привить детям самостоятельность. В целом, учитывая бурное развитие нашей страны, очень важно, чтобы сельские дети имели возможность собираться вокруг проблемы, не просто сидеть и пожинать негатив, который идет от того, что чего-то не хватает или от какой-то проблемы, а собраться вместе, подумать над путями решения и, если нужно, попросить помощь, финансирования у государства или у общественных организаций. В этом квартале информационный отдел продолжил публиковать материалы на 6 разных языках. В основном они были посвящены проектной деятельности ВАК. Со всеми подробностями можно ознакомиться на официальном сайте Конгресса. Эсма Джикирба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. С 1 по 20 мая в территориальных водах Абхазии вводится запрет на вылов камбалы-калкан. Такое решение принято Государственным комитетом по экологии в связи с нерестовым периодом. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 1 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами во второй половине дня возможен слабый дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21 градус. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.